Учиться вокалу, хореографии, рисованию и народным ремеслам. Теперь маленькие жители столицы смогут воплощать свои идеи и мечты в реальность. В Магасе открылся новый культурно-технический центр. Помимо кружков по интересам, здесь будут располагаться библиотека и кинотеатр. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава региона, федеральные чиновники и деятели искусств. Радость воспитанников нового оазиса культуры разделила Мадина Джанхотова. Знаменательное событие в культурной жизни республики наконец совершилось. Открытие первого центра культурного развития в Магасе ждали давно и взрослые, и дети. И сегодня он открыл свои двери для первых посетителей. В торжественной церемонии приняли участие глава региона, представители Федерального министерства культуры, законодательной и исполнительной власти республики. Юнусбек Евкуров поблагодарил руководство Минкульта России за такой подарок и выразил надежду на то, что из стен этого учреждения в свое время выйдет немало известных художников, танцоров и музыкантов. У меня есть просьба к руководству этого центра, всем руководителям творческих коллективов. Я вас очень прошу, на базе этого центра создайте хороший рабочий коллектив, чтобы всем было комфортно, хорошо, и чтобы родители стремились сюда отдать своих детей, чтобы дети здесь получали базовые навыки, которые необходимы для нашей жизни. Спасибо. Я надеюсь, что вот в молодом городе такой центр для молодежи будет очень востребован. Вы будете здесь проводить кружки, проводить свой досуг, мультфильмы смотреть. И вообще такая будет точка притяжения, точка для всех жителей города. Перерезав символическую ленту, гости направились в здание, в котором уже созданы все условия для проведения культурно-досуговых мероприятий. На первом этаже расположен большой выставочный павильон, где сегодня были представлены предметы декоративно-прикладного искусства. Актовый зал на 144 места, библиотека с читальным залом. На втором этаже театральная студия, конференц-зал и мастерские, в которых уже сегодня детишки занимались рисованием, танцами и вокалом. Юнусбек Евкуров пообщался с детьми и преподавателями, а затем в окружении гостей направился в зал для просмотра фильма «Культура Ингушетии». Также воспитанники Назранской студии искусств выступили перед собравшимися с музыкальными номерами. Выступления очень понравились зрителям. У нас есть хороший потенциал, много талантливых детей, подтвердивших свой уровень призовыми местами на различных всероссийских и зарубежных конкурсах, отметил глава Ингушетии. Думаю, с открытием этого центра их станет еще больше. Наши детишки выходят на Евровидение, там призерами становятся, на «Голос дети» второе место занимают. На танцевальные кружки. У нас хороший потенциал, творческий хороший потенциал, поэтому есть к чему стремиться, есть примеры. Мы всего в России реализуем 39 таких центров, которые будут построены до конца 2016 года. И вот в первую пятерку Ингушетии попало, это не случайно, потому что было видно и отношение руководства республики, и всех было желание достичь результата. И мы видим этот прекрасный результат. К 1 июля только 5 регионов справились с этой задачей. Какой красивый, замечательный, многофункциональный центр, где во всех направлениях идет развитие культуры. И сам зал замечательный, который для показа кино будет в дальнейшем использоваться. Очень приятно и отрадно видеть такие совместные достижения, они действительно радуют. Детки, которым из Магаса раньше приходилось выезжать на занятия в музыкальную и художественную школы в Назрань, теперь с удовольствием будут посещать открывшийся центр. И к дому ближе, и условий для занятий больше. Я раньше училась в Назране. Я училась там 2 года, а потом я стала ходить в Магасе. Мне нравится этот центр. Здесь очень хорошие условия. Мы постараемся оправдать возложенные на нас надежды и выполнить все поставленные перед нами обязательства, говорит директор центра. Кружок вокала, кружок изобразительного искусства, кружок декоративно-прикладного искусства. У нас будет танцевальная хореография. Также этот центр культурного развития считается и является многофункциональным. Так как у нас зал есть на 144 посадочных мест, там будут концерты, фестивали, кинопоказы. Отныне дети не только смогут приходить сюда для занятий в кружках, но и в свободное время провести здесь свой досуг. Будет где полакомиться в детском кафе или же посмотреть на большом экране кинотеатра полюбившийся фильм. Мадина Джанхотова, Малс Гигиев, Мадина Марзиева, Данил Гатагажев, Вести Ингушетия.